информационная программа «Вести Кудым Карвилиш Тиянкат», студия Ирина Батуева, Бор Рыд Таун выпускан. Кудым Каранчулала вела тысяча быдготча конкурс. Субботин пермяклан музейн пыдына тацатана набой такат. Кудым Карич прокуратуран Юрала виль прокурор. Александр Гис Лоис Карен главный прокурорын январь, когда схватят лунчань. Кудымкарская городская прокуратура вид год черна юралась Роман Владимиров. Неважен сиамунис повышения вла и уджала Пермской краищ прокуратура. Они Карен виль прокурор Александр Владимирович Гис. В органах прокуратуры работаю с 2002 года. Работал в аппарате краевой прокуратуры Пермской области и Пермского края в управлении по надзору за следственным дознанием МИОРД. Длительное время работал в прокуратуре Мотовилихинского района заместителем в течение 9 лет. С 2014 года возглавлял прокуратуру Кишерского района. Приказом генерального прокурора 26 января этого года назначен Кудымкарским городским прокурором. Провел оперативное совещание с сотрудниками, познакомились с коллективом. Сегодня уже участвовал на заседании Кудымкарской городской думы, принял отчеты у правоохранительных органов, Следственного комитета, МВД и судебных приставов. Александр Гис только не важен кучишис учберда. Сен они подынатат саша документы скат, проблемы скат и готов очлань баришны закончу гище скат. Проблемы у нас традиционные. Я думаю, и до меня те же самые проблемы решал и предыдущий прокурор. Это прежде всего здесь непосредственно, значит, в Кудымкаре, в Кудымкарском районе, это не криминализация лесной отрасли, выплата, своевременная выплата заработной платы гражданам, значит, работа с обращениями, работа с гражданами, защита приоритетных направлений всех, значит, граждан, организаций, учреждений и государства. Несовершеннолетний челядин кером закончу гэммис 2017 года чиниса. Кудымкарский нима межмуниципальный отдел иш сотрудники зуджал на подросток кескат быдлун и кати закончу гэммис чиниса гушачно дамун на преступление было несовершеннолетний из дугда. По составам преступлений, совершенных подростками, по-прежнему преобладают кражи. Злободневной проблемой на подведомственной территории стали факты хищения товарно-материальных ценностей несовершеннолетними из торговых объектов самообслуживания. За текущий период выявлено 29 фактов хищения товарно-материальных ценностей, где приняли участие 46 несовершеннолетних. Также подростками совершено 7 тяжких и особо тяжких преступлений. Полициан сотрудники за кером анализ мычала дасак мусморт каднаджугиса закон среднепрофессиональное образование учреждение здесь велочище. Когда скуем подросток, школьник кез. Треть подростков совершили преступления в состоянии алкогольного опьянения. Их количество сократилось на 5%. Однако данная проблема по-прежнему актуальна. В 2017 году выявлено и поставлено на учет 203 несовершеннолетних, в том числе за употребление спиртных напитков 95 человек, психотропных веществ 2. К административной ответственности привлечено 45 законных представителей за нахождение в состоянии опьянения от их несовершеннолетних детей в возрасте до 16 лет, потребление ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ. 211 несовершеннолетних привлечено к административной ответственности за распитие и появление в общественных местах в состоянии опьянения. Общественность кат ытлан уджалика великажалом даст вид правонарушению, кыр алкогольный напиток извузалися несовершеннолетний езла. Проведено за текущий период 135 оперативно-профилактических мероприятий по линии несовершеннолетних, из них почти половина в ночное время. В результате организованных мероприятий в органы внутренних дел доставлено 175 несовершеннолетних, в том числе за совершение правонарушений, влекущих меры административного наказания 58 человек, за безнадзорность 57 человек. Причина анкад на увячиля джугана закон ло аймамлан безответственность кырпап да мам колена ашины спеза с контроль так и внимание так. Сен полиция кора лону челя дына за внимательно езан. Ирина Батуева, Александр Рябков. Вести Кудымкар. Январь месяц чанвиль федеральный закон на черты лоиса виль возможности. Материнский капитал день готуя вечно виль мог гезвыла.
Одной из новшеств использования средств материнского капитала является расходование средств на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования и иных, связанных с получением дошкольного образования. Оплачивать платные образовательные услуги дошкольного образования теперь разрешено в любое время со дня рождения второго-третьего ребенка или последующих. Ранее это было возможно только после исполнения ребенку 3 лет. Средства материнского капитала разрешается использовать и на старшего ребенка, если он посещает дошкольные учреждения. Чтобы направить средства капитала на получение образовательных услуг, необходимо наличие действующей лицензии на осуществление образовательной деятельности. Это же требование предъявляется и к индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют образовательную деятельность с привлечением педагогических работников. Хотелось бы напомнить владельцам сертификатов, родившим либо усыновившим ребенком после 1 января 2018 года, что у них имеется возможность на получение ежемесячных выплат и средств материнского капитала. В том случае, если совокупный доход семьи не достигает 16 206 рублей. Высшее да среднепрофессиональное образование учреждению земвелачем туя вештун только секкар кагала тырас даскак ямыс год. Материнский капитал на размер того извеши. Сумма кольчис сечом же нёльчо виддаску им 1000, когда сквать руб. 453 026 рублей. Кудым карын пондетчис велатичлан конкурс того вермашем он участвует на сквать конкурсант. Тикет номера школа он торжественно оштиса быдготча вермашем учитель года 2018 и чула лысия того куим лунчерна. Этакат костамет смев велатище сда воспитательниц, понда самучавны ащинес кужеммез. В этом году я участвую в учителе года 2018 и я очень рада. 8 лет тому назад участвовала и решила в этом году снова участвовать в конкурсе, потому что конкурс для меня это позитив, что-то получить новое, посмотреть на других и дальше работать. Как в фильме «Большая перемена» и завтра снова бой. Медбур велатижда воспитатель ним меспонда, того пещена кудымкариш вид воспитатель и дас педагог. И отцавну бур кыла надыналог из Пермской краиш правительства он председателя с вежищ. В образовании важна система. И там, где система сложилась, там, где системой занимаются люди, понимающие, знающие, с одной стороны, сами систему образования, а с другой стороны, прислушивающиеся к людям, к их советам, к их опыту жизненному, там получается. Кудымкар гордится, и мы вместе с Кудымкаром гордимся образовательными учреждениями, которые есть. Недаром больше 30% ребят каждый год становятся 225-бальниками в вузах. Для региона очень важно, чтобы ребенок учился здесь, становился здесь и реализовывался тоже здесь во имя края, во имя собственной семьи в этом крае. Я всем желаю ощутить радость изменения самого себя в своей собственной жизни. И, конечно, мы ждем победителя в марте на краевом конкурсе «Учитель года». Ну а кто знает, а может в сентябре-октябре на всероссийском конкурсе «Учитель года». Так что пусть все получается. Велатичлан конкурс того видя аспочка скык номинация «Учитель и специалист социально-педагогического направления» кык уджалан лунвермашевлан участник из чулатына кариш школаезен и челять сардезен. Конкурс – это все-таки какой-то профессиональный рост, движение вперед, вверх. Первый раз для меня, но, мне кажется, не последний. Сегодня у нас будут мастер-классы, на них мы будем обучать своих коллег, знакомить с какими-то своими новинками, идеями. Быдес конкурсанты лишь удж, а это мастер-классы сда урок с чулатем и вильк уже меза велатем. Донтас образованиелан управление комиссия и ашенни лоаса тцаш вермищез. Ирина Батуева, Александр Рябков. Вести, Кудымкар. Субботим перемякнема краеведческий музей. Ощиц секреты набивного искусства нема выставка. Коми Пермянский краеведческий музей видя аслас фондезен ащама коллекция. Тата немеш набойки с каднауцотен вен предокес щерыти садыра. Именно Коми Пермянской набойкала и лоис кожналом эта выставка. Выставка посвящена замечательной набойке. У нас замечательная коллекция, очень красивая. И много лет назад мы организовали передвижную выставку, с которой ездили по районам Пермского края. Наша набойка была представлена в крупных городах, например, в Москве. Но вот пришло время сейчас представить ее на нашем стационаре.
Татен представителем на бойке с актымаш неджир округиш районнызын, но и сыга гарматиш территория звылын катанзорамис промысел. Выставка эта очень интересная тем, что мы показываем здесь материал, который собрал основатель нашего музея Петр Иванович Субботин-Пермяк. Начинал коллекцию эту он собирать еще когда учился, был студентом Московского Строгановского училища. Приезжая к себе на родину, он писал даже в альбомах, что я задался целью собрать пермяцкие узоры. Колем веклан, когда садгодды за округа пондесашетны фабричной материалез, а с кезан керам да башитам дыра новьины дугдиса. Но чулалы 100 год и одишаны отерка научкатаны джарнев вашкаддеза. Сетчами сколасын каришолиш Вера Михоношина, когда вуру одир понда зев бычам пашкем. Набойку мы делаем сейчас верховым способом, то есть в отличие от кубового наносится уже краска на темно-синий лен, но при этом краска хорошо тоже держится, то есть современные технологии немногим уступают старинным и при этом более экономичны. Старина, она в современности может продолжать жить, развиваться, и я думаю, что это мы должны использовать, потому что это красиво, это нас выделяет среди других народов, и люди, которые в такие вещи оденут, они, понятно, уже будут в центре внимания. Вераки в поду в тишпетом пачками с джаджис эта выставка в лымтычана места, а с уджезен семычала кычпожа отлаэтны эння да ваш качаса. Это вылым томнывка уджала не этот год, но еще и жаджа унавился. Я сегодня очень много видела новых досок, необычных, красивых, конечно же. Многие вызвали даже такие вопросы, а что там изображено? Конечно же, красивые сарафаны. Доски есть необычные вот в виде ролика, то есть они вот шириной прямо по ширине полотнища 40 сантиметров примерно. То есть там была интересная технология. Татен зевьёна глиничис будмортла, когда локтис выставка очтем была. Мне на выставке понравилось все, потому что набойка – это такое искусство, которым занимались раньше наши бабушки и дедушки. И у моей бабушки был дома дубас. И я всегда думала, как же этот дубас был изготовлен, как это была ткань покрашена. А сегодня нам подробно все рассказали об этом. Инкаториячис, татен тедис мы коми пермяцкой стилин лошадом дизайнерской пачкам, а не поженепны. Шуис мы этшам торреса пашталис бы. Платья, которые представлены на выставке в современном стиле, отличаются своеобразностью, оригинальностью. И, я думаю, можно носить вот в нашей повседневной жизни. Музей позже снежир виджетный ваш экспонат тезвыла, но и виджный не кезен. Выставка очтем была локтем отирас велатиса кыркаша ремесло дора. Быдморт, когда локтас выставка была, вермас величный мастер-класс коста керны на бойкез. Уч эстис отирен интерес. Быдмортлан кез уфтиш петиса унарыма да бычам торрез. Я впервые попробовала искусство набивки на ткань. Чтобы сделать красивую набойку, нужно, чтобы рука была набита и соответствующие подобраны краски. Конечно, очень интересно, это тем более впервые для меня. Выставка пондасуджавны апрель помощь, и это кадыч отирвермаса локны да повкочины вашкаддыща ремесло дына. Людмила Дмитриева, Александр Рябков, Вести Кудымкар. И это было мианталом бдас велич панташама ашн рытнас бдас бурса аджишлтадж.